Я вам сразу расскажу свою точку зрения по Пригородному району. Будучи президентом, я снял территориальный вопрос. Наша ингушская общественность... Вообще, вы знаете, да, историю? В 1944 году депортировали чеченцев, ингушей, и Пригородный район передали в Северной Осетии, и там всю республику чечен-ингушей раздали по соседям. В 1934 года столица Ингушской автономной области был правый берег Владикавказа. И наша ингушская общественность всегда требовала: верните Пригородный район и правый берег Владикавказа. Я сказал Ельцину: Борис Николаевич, 1934 год ингушей не депортировали, они просто юрисдикцию передали с одного субъекта к другому. Тут ничего не поделалось, ну как Крым. Взяли из России, передали Украине. Ну что ты тут делаешь? Вот если бы сегодня была такая зацепка, как депортация русских с Крыма, там, в 1944 году, допустим, русских депортировали, или россиян, и тогда была зацепка у России, чтобы сказать: да, был незаконный акт, и надо вернуть Крым России. А вот Пригородный район, часть Пригородного района сегодняшнего, это незаконный акт, который признало вся международное сообщество. В 1989 году съезд народных депутатов СССР. Съезд народных депутатов Российской Федерации уже при Ельцине. Все акты говорят, что депортация чеченцев, ингушей была незаконна. И та часть Пригородного района, которая была отдана в Северной Осетии, это незаконный акт. Вот о чем речь идет. Не тот большой Пригородный район, который сегодня, а ту часть, откуда нас депортировали. Поэтому ингуши ставят вопрос: верни, раз все сказано, что это все незаконно, ну тогда давайте вернем законность. Другими словами, вот ты, Джамаль, пришли тебя НКВД и сказали: до свидос, в Сибирь. Ты вот лысый, и тебя нужно... и так далее. Потом сказали: Джамаль, извини, мы ошиблись, ты не... хоть и ты лысый, но ты очень хороший. И возвращай. Ты приходишь, в твоем доме, в квартире живут люди, которые говорят: нет, это моя собственность. Ты говоришь: слушайте, это мой дом, это моя квартира, я тут жил, тут мои родители, тут мои отцы, и так далее, и так далее, и так далее. Справедливо требовать? Ну, конечно, справедливо. Вот об этом... Как поступите вы? Я скажу, выполнять закон о реабилитации репрессированных народов и все эти конвенции, которые выполняют. Это не мое требование. Это не Аушев требует. И я не ставлю вопрос перед Северной Осетией. Это вопрос, который должен решать федеральный центр. Почему? Потому что федеральный центр – это наследник Советского Союза. Советский Союз вот эту ошибку допустил политическую, и ее надо исправлять. Надо сажать за переговоры, и надо понимать, что никогда ингуши не согласятся с тем, что вот так с ними поступили, и что какую-то часть им отдали. А как вам кажется, сегодня, в нынешней действительности, эта тема может стать причиной для какого-то конфликта серьезного между двумя республиками? Да нет, и в 92-м это не было причиной конфликта. Еще раз хочу сказать, в 92-м это сделали так, чтобы был конфликт. Нужна была кровь, чтобы сказать: вот видите, хотите говорить о передаче до каких-то там районов, вот будет кровь. А все было разыграно для того, чтобы выманить Дудаева. И в 92-м году его проблему закрыть силовым путем. И все думали, что Дудаев пойдет на помощь ингушам, так как войнавский братский народ. А Дудаев сказал: это внутренняя проблема России, Чечня не вмешивается, мы независимое государство, и остался у себя в Грозном. А по ингушам, живущим в Пригородном районе, прошлись, и 15 населенных пунктов. Получается, что Кремль не трогает эти вопросы. Да, еще раз хочу сказать, можно я добавлю, самое важное. Ведь смысл-то в чем? Ты говоришь, какие-то границы? Да вопрос не о границах идет. Вопрос это о собственности. Представьте, вы живете, вон там жил твой отец, за 5 километров. Там похоронены твои родные, близкие, испокон веков вот там жили. И они сегодня не относятся к тебе. Неправильно?